Всем привет, меня зовут Даня, мне 21 год, можете назвать меня Дань. Да, посвисти, пожалуйста, там еще. В этом ролике я расскажу вам свою историю побега из страны, как так получилось, куда, зачем и так далее. Почему, как включается камера, я начинаю говорить как какой-то корреспондент или журналист с федеральных каналов. Собрались, поехали. Чтобы вам было удобнее ориентироваться и мне самому не запутаться, начнем, пожалуй, с дат. 27 сентября я принимаю решение уезжать. Уже какая-то верхняя точка кипения. Дальше, наверное, только хуже будет. Мы в дерьме. 28 числа в обед мы стартанули в Душанбе. Как бы странно это ни звучало, и никогда в жизни вообще я не мог себе представить, что окажусь в Таджикистане, окажусь в Душанбе на машине с людьми, которых я нашел в телеграм-чате. Радар Надежды, я уверен, многие из вас знают. Поехали в Таджикистан. Таджикистан, Бабеш, Азор Ахмат. Забегая вперед, могу сказать, что это было самое сложное мое путешествие на машине, потому что с моими габаритами не очень удобно 5 суток ехать вот в таком положении. За 5 дней мы проехали 3 границы, если не ошибаюсь, 5000 километров. Километры пробок на границах. Все, что там происходит, это вообще полнейший трэш. Я не знаю, насколько сейчас там тяжело выехать и насколько много желающих, но в тот момент, мне кажется, пробки на границах достигли своего пика. С Казахстаном мы стояли больше суток, с Узбекистаном мы стояли почти сутки. Было сложно. Я заранее приношу извинения тем, кому доставит дискомфорт смена периодическая кадров, то есть я буду снимать вертикально. Всем привет! Горизонтально. Потрясающее место. Был не в самых комфортных условиях, надеюсь, вы понимаете. Извините, простите. Ну, вообще говорят, что главное передать суть. Не так уж и важно, какой там ракурс, кадр и так далее. Я просто преподношу информацию. Я не буду здесь мусолить эту тему происходящего. Вы сами все прекрасно знаете, понимаете, ситуация тяжелая. Я не вижу просветов в данный момент. Спасибо, что пришла. Лезет в кадр, просто привет передай тогда уже. Все, спасибо. По мере того, как я монтировал этот блог, ко мне пришла окончательная идея формата. Я просто весь отснятый накопленный материал буду сейчас для вас комментировать. Что ж, поехали. Начнется путешествие великого. Эти кадры, я уверен, помогут донести до вас мое настроение в тот день. Такое ощущение, что задача погоды была максимально добить меня. Вы едете на машине с незнакомыми людьми в мир, который, скорее всего, не особо-то и рад видеть вас. Уезжать от привычной жизни, от привычных людей. Я никому из вас не желаю пройти через это. Так, ну что могу сказать, время 12 часов, 29 сентября. Мы стоим в самой большой пробке в моей жизни, 16 километров на границе. Я уже сделал это. Мы уже в Казахстане. Это было очень тяжело, но мы выжили, я спокоен. Да, на границе с Казахстаном мы стояли больше суток, и если бы не геройские действия дяди Сулиха, святого дяди Сулиха, который нас и вез, мы бы стояли и неделю там, я уверен. Но в какой-то момент он плюнул на все и начал обгонять фуры. У вас мелочь есть? Мелочь? Нет. У меня тоже. Кто это? По-моему, дядя Салих. полиция его никогда не поймает. О, великий Казахстан! 1500 километров мы ехали по твоим просторам. И знаете, больше всего меня удивило в Казахстане, проехав 1500 километров или там даже около 2000 километров, не наткнулись ни на один город. Там одна степь и вот эти товарищи. Вот, снимай. У меня вопрос, вы что там делаете все эти годы? Можно хотя бы один город построить? Ну блин, 2000 километров, ничего, просто степи и животные. Когда нам все-таки удалось найти что-то более-менее похожее на город, мы приближались к границе с Узбекистаном. Скажу честно, было ощущение, что и там придется постоять. И оно не подвело. Сейчас только
сказали, как у меня опухла нога, ребят. Не ездите столько дней в машине. Самое смешное, так это то, что после 16-километровой границы с Казахстаном, 200 метров границы с Узбекистаном нам показались вообще, господи, мы за 2 часа это пройдем. Почти сутки. Зато где бы я еще мог поесть самую вкусную самсу в своей жизни вот с таким видом. Ладно, это я сам. Граница с Таджикистаном, слава богу, не оказалась какой-то супер сложной, хотя я слышал на следующий день, после того, как мы ее проходили, там успели образоваться километровые очереди тоже. Нам повезло, и дальше будут виды потрясающего Таджикистана. В этом году еще ни разу не ел ни дыни, ни арбуз, и дядя Салих, святой дядя Салих, привез нас вот сюда, вот сюда. Мы уже в Таджикистане. Можете меня поздравить. Душанбе, как же ты прекрасен. Спасибо тебе за эти дни. Настолько там вкусно, настолько там красиво. Это невероятно зеленый город. Новые парки, куча огней. Нам повезло, мы заехали в ночное время и удалось посмотреть на всю эту красоту своими глазами. Вообще, я и представить себе не мог, что в Таджикистане настолько доброжелательные люди. Они потрясающе относятся к русским. Несколько раз нас останавливали со словами «Спасибо за то, что вы есть. Россия, спасибо за то, что вы есть. Пока есть вы, мы хорошо здесь живем, существуем» и так далее. Помощь зачастую приходила от тех, люди протягивали руки абсолютно незнакомые. Они видели меня впервые, видео в ТикТоке, по сторис с отметками, с геопозицией. И все писали: если чем нужно помочь, мы поможем. Приедем в любое время. Жилье, еда, все что угодно пиши. Ни в одной точке мира такой поддержки я не испытывал. Спасибо, Таджикистан. Азор Ахмат. Но если уж быть с вами до конца честным, то из-за наплыва людей, наплыва русских людей в основном в Душанбе, там очень сильно повысились цены на жилье. И остановиться там мы не смогли. Остановились мы в Бухтаре, это 80 километров от Душанбе. Сейчас вы видите кадры нашей последней прогулки по Душанбе. Это новый парк в самом центре, просто потрясающие виды. И из наблюдений в Таджикистане как будто бы солнце больше, чем в других местах, в которых я был до этого. Не знаю, как так получилось, но как-то так. В целом, подводя итоги нашего пребывания в Таджикистане, я могу сказать только спасибо. Спасибо людям, спасибо этому месту за такой теплый и радушный прием. Мало времени там провели, и я надеюсь, нет, я уверен, мы еще обязательно встретимся. Привет, меня зовут Даня, мне 21 год. Я человек с планеты Земля. Все, чего я действительно хочу, это просто жить счастливо. Я еще слишком молод и не так много всего видел, чтобы в конце своих дней ни о чем не жалеть. Что-то мне подсказывает, что ты тоже. Единственное, что ты действительно должен, это жить так, как ты хочешь, жить счастливо. А значит, и у вас получится. Ведь все, что я хотел, это